В прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 8 сентября. Рабочий объезд. Скорость строительства нового района такая, что обычные слова не подходят. Тут немедленно возводят, тут все меняется буквально на глазах. Рамзан Кадыров проинспектировал новый столичный район имени Владимира Путина. На каком этапе строительства? Жизненные навыки. Вот в этом расположении должно у каждого бойца находиться турникет. Росгвардейцы проверили готовность к спасению жизни в условиях, приближенных к боевым. Как спасти под огнем? Первый разговор о важном. Мы говорили про 6 сентября, День Чешской Республики. Очень важное событие. Какая тема задала тон новому учебному году и что для себя выяснили учащиеся? Рамзан Кадыров проинспектировал ход строительства одного из самых масштабных объектов нового района имени президента страны. Первая линия жилых домов уже находится на финальной стадии. Активно ведутся отделочные работы, монтируется система освещения. Уже реализовано 95% квартир. Репортаж Лимды Джамалдиновой. Скорость строительства нового района такая, что обычные слова не подходят. Тут немедленно возводят, тут все меняется буквально на глазах. Еще вчера открытая площадка, сегодня жилые дома, дороги и парки. Район имени Владимира Путина рождается словно в ускоренной съемке. Рамзан Кадыров в очередной раз приехал в новый район лично убедиться, что работы идут по плану и без потерь в качестве. На этот раз вместе с ним стройку посетила и первая леди Медни Мусаевна. Они осмотрели один из крупнейших объектов строительства региона и подробно ознакомились с ходом реализации проекта. Общий где-то 2500 квадратных метров. Чайки также. Дубай, там какой, что пока? Там пока нет, не земли. Пока все ехали в Дубай, чеченцы себе построили Дубай. И это тоже. Честно, хайон тебе не дал. Уже бы футбол, что пакет решается, все равно. 10% сода, через 15 рублей, 5 можешь брать. Маски, жилье, свобода, можно Посад, что ты уже будешь делать, пусть она там делаешь, что? Это словила, да. Пока первую, это что лайк. Если цыган был дома, Новый район задуман как полноценный городской центр, жилье, социальные объекты и коммерческие площади для бизнеса. Первые этажи домов уже выкуплены предпринимателями. Спрос здесь выше всяких ожиданий. Мэр столицы доложил, что все работы идут в круглосуточном режиме. Строительные материалы и рабочая сила обеспечены в полном объеме, что позволяет выполнить задачи в срок.14 метров. Как понятно, сучур дюрна халгатан жабуй укатат пеш. Хинц каскад оптно бетоне. Ишт масит каскад деша и бобу ишт хинц. Так что он бизнес занимается рядом, спортом, первой линии, хитчный, юдасом, здесь ремонт чего-то. За 75% вверх не работает. Корпи шахинц более 70%. 75% точно анализ. Более 70%. А отдельно первая линия, але чахука 95%. Первая линия.
коммерции 100%, наверное. Иду потом полный жак. Квартет твоя? Уж полный, да, 100%, тоже 95, до 3-4 линия, общий объем халач за 70%. Плюс коммерции, знах уже хотят имши ремонт, чабош, что. Первая линия уже на финишной прямой. Завершаются отделочные работы, монтируются системы освещения. Параллельно идет благоустройство, появляются тротуары, пешеходные зоны и места для отдыха. Если брать первую линию, то работы, можно сказать, уже завершились на 90-95%. Работы у нас идут в 2 смены. То есть дневная и ночная смена, они в общем меняются. То же самое с техникой идет. То есть тоже меняются люди, то есть необходимость добавить если есть какая-то необходимость дополнительной техники, они сразу из этой Личный контроль главы республики – гарантия сроков и качества. Специалисты завершили установку световых акцентов на зданиях. Вечером фасады загораются мягким сиянием, и новый район уже ощущается живым. Лимда Джамалдинова, Джабраил Хаджиев, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. На Харьковском направлении бойцы группы «Изи» спецназ «Ахмат» успешно уничтожили вражеский танк, пытавшийся прорваться к позициям наших подразделений. Цель была своевременно обнаружена с воздуха, после чего скоординированными ударами танк вместе с экипажем были ликвидированы. В результате детонации боекомплекта боевая машина полностью сгорела, исключив возможность ее восстановления. В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров отметил высокий профессионализм и филигранную работу бойцов. Помощник директора Росгвардии Алибек Делимханов совершил рабочую поездку в зону проведения СВО. Он проинспектировал ряд стратегически важных объектов и оценил организацию несения службы подразделениями чеченских бойцов. Особое внимание уделил вопросам обеспечения личного состава от продовольствия до медикаментов. Посещение стратегически важных объектов началось с проверки организации несения службы сотрудниками вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Чеченской Республике. Помощник директора Росгвардии Алибек Делимханов пообщался с бойцами группировок «Запад» и «Юг» на территории металлургического завода имени Ильича и КПП-1 города Геническа. Там службу несет сводный ОМОН Управления Росгвардии по Республике Ингушетия. Мы проверяем все подразделения, дислоцируемые на территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Масагидон, Мерсел, Маршал Зубар, Далаусов, Далдухдадуйбар, Вестник Сушадек, Гивайн Лахтовштук. Наша главная задача – это честью и достоинством выполнить поставленные задачи главнокомандующим войсками Национальной гвардии генерала армии Виктора Васильевича Золотого и главы республики Герой России генерала Ахматовича Кадырова. Особое внимание уделено Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар, где безопасность обеспечивает сводное подразделение полиции специального назначения Управления Росгвардии по нашему субъекту. В ходе посещения генерал-полковник убедился, что наши бойцы обеспечены всем необходимым от продовольствия до медикаментов. За эту неоценимую поддержку он выразил благодарность президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймане Несиевне. Первый президент нашего фонда, руководитель Аймане Деврезу, Ваймосу Пастышка, мы сами авыбеш Болчадон. Запасы, да, на муссум, тушенка, халяльник, картоф, тедно, чайги, алшево местно, сразу улила штырик, вайпач улила штырик, губа больше. И воду пьешь, какие проблемные вопросы? Проблемных вопросов нет. Шарик, халах, что. Кроме того, помощник директора Росгвардии наградил отличившихся за их мужество, стойкость и верность служебному долгу. Все подразделения продолжают выполнять возложенные на них задачи на высоком уровне. Турпал Алита Исумов и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Бойцы подразделения специального назначения Росгвардии «Ирбис» прошли интенсивную боевую подготовку. Особое внимание уделили отработке навыков оказания первой помощи раненым, грамотному наложению повязок, а также оперативной эвакуации пострадавших из-под условного огня противника. Главная цель – обеспечить высокий уровень готовности каждого к оперативному реагированию в разных обстоятельствах. Подробности подготовки в репортаже Турпала Алита Исумова.
Отдельный отряд специального назначения «Ирбис» Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации отрабатывает многочисленные ситуации, которые происходят в реальных боевых. К примеру, первая помощь раненому солдату, когда волей случая требуется вмешательство военного врача. В такие моменты счет идет на секунды, ведь враг рядом. Пока медик оказывает помощь раненым, бойцы охраняют их от возможных нападений. Это и есть та ситуация, которая происходит в реальном боевом столкновении. Все оттачивается до мелочей. Военно-медицинская помощь – это важная составляющая часть при ходе штурма определенной местности. Человек, который оказывает помощь, ни на что не отвлекается, кроме тщательно отработанных действий по спасению человеческого здоровья. Этими рогами фиксируем на саму рану, чтобы оказать давление. Такие ситуации, к сожалению, случаются, и важно знать, как оказать поддержку в каждом конкретном случае. Бывают ранения мелкие, а бывают и тяжелые, когда спасает только эвакуация. Но, по словам бойцов, их знания и мастерство рук в большинстве случаев позволяет сохранить товарищу жизнь. Во-первых, это так называемый треугольник жизни. Это вот в этом расположении должно у каждого бойца находиться турникет, либо жгут, а лучше и турникет, и жгут, и также перевязочные пакеты. Это должно находиться у каждого бойца в районе досягаемости обеих рук. И также это должно быть расположено у каждого бойца группы в одних и тех же местах, чтобы каждый знал, где взять этого товарища, так как первая медицинская помощь оказывается не своими средствами, а средствами именно раненого. Мы со своей стороны можем пожелать солдатам, чтобы они никогда не попадали в такие ситуации в реальности. Однако, если по воле Всевышнего это произойдет с кем-то из них, они знают, как действовать так, чтобы сохранить свое боевое братство в полном и здоровом составе. Турпа, Лолита Исумов, Сайтымин Мусаев и Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика. Мы запускаем цикл сюжетов ко дню чеченской женщины. Первая наша героиня Таус Гарибекова, которая воспитала 4 детей. Один из них Рамзан, человек, который навсегда останется в памяти героя. Он подписал контракт на военную службу в 2008 году, полной решимости и готовности защитить родину. Но судьба бывает безжалостной. Он пал в бою при исполнении, защищая высокие идеалы, в которые искренне верил. Рабят Гайтиева, матери-хранительницы очага. Таус Гайрабекова – женщина с непростой судьбой, мать героя, погибшего при исполнении служебного долга Рамзана Ильясовича Гайрабекова. Мужчина отдал жизнь в борьбе с незаконными вооруженными формированиями и был посмертно удостоен ордена мужества. Это юрта вари гехтер до юсосо гехта вари за. Асиат суэрах том ал казна чейдаган хадух. Дэл дахца дух шу казна чейдагна мацадух. Цахум хиллиелш дух шу элас. Хирду хун тусаху шу хирду эла. Нух чу цавохш, интервох нагу чу цавохш, сагатлуш вожен балавана. Той бох шлач тол шиш тачу хиец дела адам инсон хин. قي طايش داخش شوق ساحت دول دلا وابيني وحاول اشتبار. Мать и хранительница очага. Кроме погибшего Рамзана, у Таус есть сын и 2 дочерей, которые уже построили свою личную жизнь. Но у нее все еще есть главная забота. Это 16-летняя внучка, дочь Рамзана. Она воспитывает ее с особой любовью, передавая им материнское тепло и память о герое отце. 72 شو خشنا قني اليوم سيت وعايش حلاواتش دان صنداناني تسديش ما ياتي إنهم تيعدق. Сегодня память о герое живет в сердцах земляков и учеников местной школы, которые гордо носят его имя. Честь героя, погибшего в борьбе с НВФ 23 мая 2010 года, школа представлена по предложению администрации села Валерик и по инициативе администрации муниципального района Ачхой-Мартановского. Мы очень горды, что нам по воле судьбы доводится выполнять свою трудовую деятельность, и что мы воспитываем наше будущее поколение в школе, где носит имя героя, погибшего за будущее наше поколение Рамзана Ильясовича Гайрабекова.
Чеченские женщины олицетворяют собой силу духа, верность традициям и любовь к семье. История Таузы Якубовны – это история каждой матери, которая, пройдя через боль утраты, нашла в себе силы дарить жизнь и надежду будущим поколениям. Чеченская женщина – это сила, опора и сердце народа. Ее ценность навсегда останется неоценимой для судьбы республики. Ребят Гайтиева, Джабраил Хаджиев, Вести, Чеченская республика. Новая учебная неделя в школах стартовала с торжественной церемонией исполнения гимнов страны и региона. Ключевым же событием внеурочных занятий из цикла «Разговор о важном» стало обсуждение значимой даты Дня Чеченской Республики. Ребята вместе с педагогами анализировали исторические события, рассуждали о важности сохранения мира и недопущении трагических ошибок прошлого. Репортаж Магомеда Азиева. С наступлением 1 сентября все школы открыли свои двери для учеников. Приятная атмосфера отражается улыбками на лицах первоклассников и сосредоточенных старшеклассников. Но перед началом самого процесса приобретения знаний для учеников проводятся регулярные внеурочные занятия. Так, в президентском лицее прошла очередная воспитательная работа с участием заместителя председателя парламента региона Аднаном Нагаевым. Одно из важнейших направление науки, допустим, которое человеку дает опыт, знания. Какой предмет? Мы смотрим во вчерашний день, позавчерашний день, год назад, 10 назад. Как эта наука называется? История. Изучаем прошлое. Молодец, правильно. История. История важный вид? А почему она важна? Если человек не учит историю, не знает ошибки прошлого, он их все время повторяет, да? Да. По-другому в народе говорят, наступает на одни и те же грабли, да? Снова и снова. Поэтому историю надо знать. С 5 сентября 2022 года во всех российских школах каждый понедельник первым уроком проводят внеурочные занятия цикла «Разговоры о важном». В среднем за учебный год проводится около 34 таких уроков. Мы говорили про 6 сентября, День Чеченской Республики. Очень важное событие для нас, исторически важное событие. Наш гость рассказывал нам о том, как важно не повторять ошибки истории. Такие мероприятия помогают воспитанию детей в их духовно-нравственном развитии, объединяют их. Также была затронута религиозная тема, и это очень хорошо, потому что религиозный стержень – это самое главное для мусульман. Несмотря на молодой возраст, ученики понимают, что такие работы важны, что они способствуют укреплению традиционных ценностей и становлению у ребят гражданско-патриотических чувств. Я извлек пользу из этого урока то, что узнал новое не только из истории нашей республики и страны, но и об истории нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Динах ляцхайна, ой махках ляцхайна, что дикум шадицар. Важность этих мероприятий, уроков в том, чтобы нынешнее поколение не забыло о истории республики, страны, но и, главное, об религии. По завершении разговора со звонком ребята вышли на перемену, после которой у них начнутся свои занятия по расписанию. Специальные воспитательные работы проводятся на территории всех школ Чеченской Республики. Мероприятия затрагивают как важность образования, истории и культурные ценности. И в совокупности эти факторы и создают здоровое общество и нацию в целом. Магомед Азиев, Саидамин Мусаев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном продолжается реконструкция улицы Коперника. Это ключевая транспортная артерия протяженностью более 1 километра, согласно проекту, станет 4-полосной. Она призвана обеспечить транспортную связь между новым районом имени Путина и Старопромысловским шоссе. Все детали в репортаже Ахмеда Рамазанова. В Грозном продолжается реконструкция одной из главных транспортных артерий города – участка улицы Коперника протяженностью 1 километр. Работа идет активным темпом. По словам рабочих, объект ведут в эксплуатацию в конце месяца. На данном объекте идут работы по устройству нижнего слоя асфальтбетона и укладка бордюрного камня. Идем по графику, можно сказать, опережаем график.
И к концу этого месяца, иншаллах, все 3 слоя асфальта и все виды работ будут закончены. Кроме того, в рамках реконструкции проводится замена подземных инженерных коммуникаций. Это обеспечит надежность городской инфраструктуры на долгие годы. Всего в текущем году были предусмотрена укладка асфальта свыше 40 километров, из них более 20 километров. Это капиталоемкие крупные объекты, которые с реконструкцией доведены до 6 полос движения. В целом, если взять об объеме выполненной работы на текущую дату, можно сказать, 80-85% все работы завершены в указанном направлении. После завершения работ количество полос увеличится до 4, что существенно повысит пропускную способность дороги и снизит риск пробок в часы пик. На данный момент ведутся работы по благоустройству. В ближайшее время планируется завершить укладку 2 и 3 слоя асфальта. Ахмед Рамазанов, Ислам Нацуров, Адлан Хусаинов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт о войнах в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в нашей жизни будут только позитивные вести.